Здравствуйте, меня зовут Айгана Доспан-Камбу, и сегодня я расскажу про организацию медицинской помощи в плане направления женщин на экстракорпоральное оплодотворение. За бесплатным направлением на процедуру ЭКО может обратиться любая пациентка, у которой отсутствует факт наступления беременности в течение полугода или года. С 1 января текущего года вступил приказ Минздрава Российской Федерации номером 803-М. Согласно данному приказу имеются ограничения на бесплатное направление на ЭКО. И это именно женщины, у которых сниженный авариальный резерв. Данным женщинам при полном обследовании, тем не менее, возможно бесплатное направление на ЭКО при приобретении донорского материала. Женщины, у которых есть бесплатное направление на ЭКО, могут попасть в любую медицинскую организацию Российской Федерации. То есть тут учитывается желание пациентки. И если, например, женщина ранее проходила криоконсервацию эмбрионов, то женщина в последующем уже направляется на перенос криоконсервированных эмбрионов в ту организацию, где она проходила ранее. На практике чаще всего в этом году мы направляли в клинику Санталь города Кызылы. Далее по частоте мы направляем в Сибирский государственный медицинский университет города Томска, далее областной перинатальный центр города Томска. Также были случаи направления в клинике Авиценна города Новосибирск, клиника Ава Петерш Санкт-Петербурга и научно-исследовательский центр имени Кулакова в городе Москва. Также случаи направления имеются у нас в город Красноярск. С момента диагностики до момента направления женщины уже в клинику проходит в среднем 1,5–2 месяца. В среднем. Это зависит от самой женщины, от обследования. За 7 месяцев текущего года Минздравом Республики Тыва направлено 166 женщин на вспомогательные репродуктивные технологии. Из них процент успешности наступления беременности в настоящий период у нас 19,2%. Но на данный период среди них встали на диспансерный учет по беременности 25 женщин. Но на первом месте у нас очень хорошие показатели дала клиника Авиценна города Новосибирск. Далее по научный медицинский исследовательский центр имени Кулакова, клиника Ава Петерш Санкт-Петербурга. Дальше у нас идет областной перинатальный центр города Томска. И далее клиника Санталь. Если женщина ранее вообще не обследована на предмет бесплодия, то женщина первоначально направляется в женскую консультацию на участок, там она первичное обследование проходит. Если действительно имеется факт, диагноз бесплодия подтверждается, данная женщина уже направляется в специализированный кабинет бесплодия супружеских пар консультативно-диагностического отделения перинатального центра. То есть тут у нас в данном кабинете концентрируются все пациенты Республики Тыва, и основной поток направлений супружеских пар исходит именно из данного кабинета.